Всем привет! Можно вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как кто-то работает. И это все сочетается в одном месте. Сегодня мы увидим шоу с огоньком, будет много воды, и я с головой окунусь в один из номеров циркового водного ревю «На счастье». Сегодня мы находимся в Казанском государственном цирке. Меня зовут Александр Ледовских. Это погружение на 100. Поехали? Поехали! Все лето 2024 года в Казанском цирке приносят счастье. «На счастье» — так называется водно-цирковое ревю. Сотни взмывающих под купол искрящихся струй воды, завораживающая игра света, прекрасная вдохновляющая музыка и посреди всего этого волшебное искусство цирка. Цирковое представление разворачивается прямо среди огромной чаши с фонтанами. Вода везде. Сверху, сбоку, снизу. Безудержные акробаты под струями дождя, изящные эквилибристы в центре фонтана и под водой, а также дрессированные животные – обезьяны, медведи, морские львы и экзотические попугаи. Но пообщаться хочу со смелыми воздушными гимнастами и выведать у них все. Мария, Евгений, во-первых, я должен вам отсыпать комплиментов, безусловно. Я хочу вам сказать комплименты, потому что то, что вы делаете, это, безусловно, очень красиво. Да? Первый мой вопрос, он, наверное, для меня самый важный. Скажите, а как происходит вообще работа над номером? Кто придумывает идею? Как вы занимаетесь подбором музыки? Может быть, вы нас чуть-чуть за кулисье этого процесса погрузите? Ну, над номером работает режиссер, да, в данном случае наш продюсер этой программы. Вот. И как бы мы вносим свои коррективы, что нам удобно, что неудобно. Подбор музыки, музыкального сопровождения он тоже нам предоставил. И мы влились, почувствовали, прочувствовали эту композицию. Вот. И как бы наши трюки попытались адаптировать именно под зонтик, под дождик, который вокруг нас постоянно льет весь номер. Как вам, точнее, что вы делаете, чтобы вот все ваши движения, да, были собраны, да, то есть и все поддержки были хорошо сделаны вот в условиях воды? Что мы делаем? Да, так, до этого мы репетируем. Очень долго, да, тщательно, да, оттачиваем просто действительно каждый трюк, потому что, ну, правда, специфика вот этого вот работы с водой, это очень опасная. Вот. И мы используем канифоль. Используем канифоль, чтобы мажем перед работой руки, чтобы хоть как-то она спасла. Вот. Еще мотаем такой кипер. Бинтик, да, кипер. На ручке тоже, чтобы спасло. Но бывает такое, когда немножко пальцы выше, бинтика, да, все равно это скользко. Да, и бывает чуть-чуть шаг вправо, шаг влево, когда, например, при разбеге на трюк, да, по кругу, вот у нас есть такой трюк, и там водичка капает, попадает, то есть уже скользковато. Ну, вот как взялся крепко, так и держись, да. Вот в этом специфика на самом деле. Ну, а теперь я готов к чему-нибудь, к любому действию. Включаем дождь, усложняем трюк. Ну, поехали. Берегите мою семью. Да. Давай, держимся. И на меня, да? Вверх, стоп. Вверх. Тан-та-дан-тан. Мама. Должен сказать, чтобы меня вдруг начали опускать. Слово вы уже это знаете? Ап, да? Да. Хорошо. Давайте потренируемся. Ап. Ну, погнали. Погнали. Носочки тянем. Красиво. Да. А слушайте, вот что чувствовал Карлсон каждый раз, да? А еще в перерывах между представлениями в Казанском цирке проходят экскурсии по закулисью. Эксклюзивная пешеходная экскурсия продолжается 1,5 часа, и финал проходит на манеже. Алиса, расскажите мне, пожалуйста, вообще в чем сложность работы в воде, какие у вас есть нюансы, как с этим вы справляетесь в составе балета вот, вашего коллектива? Но вы знаете, в первую очередь сложность в том, что когда ты работаешь без воды, ты ощущаешь свои легкие ноги, ты ощущаешь свое тело прям полной
атмосфере, не знаю, как-то полной свободе. А когда добавляется вода, то ты уже начинаешь напрягать еще больше мышц, чтобы провести эту ногу для той хореографии, которая тебе нужна. И особенно, если это какие-то вращения или пируэты, то ты не можешь сделать это так сильно чисто, потому что тебя вода будет немножко возвращать, так более сложнее начинается выполнять. Человек, который просто вот увидел, как мы красиво танцуем, выйти повторить, насколько бы у него так же легко бы это получилось. Да, я с легкостью готов повторить, потому что разогрев прошел очень легко. Изи. Да, да. Я уверена, что у вас получится, поэтому предлагаю выбрать именно мужскую хореографию. Это лишь малая часть тех процессов, какие проходят к подготовке шоу. Все артисты напряженно готовятся, чтобы подарить самые яркие эмоции своим зрителям. Все старания восполняются бурными овациями и громкими криками «Браво!». А после представления случаются приятные моменты счастья. И, кстати, она сказала «да». Мы часто пользуемся выражением «на счастье». А я хочу, чтобы каждый казанец и каждый гость нашего города чаще прикасался к счастью. Для этого достаточно просто приходить чаще в цирк. Если этот эпизод понравился и хочется пересмотреть его снова, подписываемся на наши социальные сети. И до новой встречи на новом месте. Пока-пока.